Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшелзе. В День независимости 31 августа в Бишкеке состоялась премьера фильма «Курманджан Датка». Это первая картина, на съемки которой государство выделило немалый бюджет, а именно $1,5 миллиона. Для сравнения, Казахстан на фильм «Кочевники» выделил $36 миллионов. Но чтобы снять качественное кино, кроме денег, необходимы талант и творческая жилка. После развала СССР заметно поредели ряды художественной интеллигенции, помнящих методы создания киноэпохи того же, например, киргизского неореализма, взбудоражившего в 60-е и 70-е годы прошлого века киномир планеты. Как сегодня в нашем регионе чувствует себя важнейшее из искусств? Можно ли о кинематографе сказать, что он жив и продолжает развиваться? По данным известного в Центральной Азии кинокритика Гульнары Абикеевой, в Казахстане производится порядка 20 полнометражных игровых картин в год. За 9 месяцев этого года уже выпущено 14 фильмов. Премьеры некоторых из них состоялись на престижных международных кинофестивалях. Но многие из этих фильмов казахстанский зритель, как правило, посмотреть не может. Считается, что в Казахстане снимают два вида кино. Одно для мировых кинофестивалей, другое коммерческое, для массового зрителя. Одно умное, интеллектуальное, социальное кино для зарубежа и глупое, развлекательное, простое кино для народа. Многие казахстанские фильмы, которые получают международное признание, в казахстанский кинопрокат не выходят. Эта участь постигла фильма «Уроки гармонии». На 63-м Берлинском кинофестивале в прошлом году картина казахского кинорежиссера Эмира Байгазина получила «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу. Кинокритики считают, что казахстанский зритель не увидит также фильм «Хозяева» режиссера Адильхана Ержанова, хотя его премьера в этом году состоялась на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Теперь фильм участвует на кинофестивале в Торонто и других фестивалях мира. Картина была показана в Каннах. И не только потому, что, как у нас принято считать, раз что-то такое критическое, потом показывают за рубежом. Критики отметили ее высочайший уровень, художественное качество, новый киноязык. Но эту картину опять-таки никто не увидит в Казахстане. Турне по мировым кинофестивалям начинает фильм «Приключения Наримана Турибаева». Его премьера состоялась в этом году на кинофестивале в Карловых Варах. Ожидается премьера фильма «Кинже» Ермека Турсунова. В его основе вечная история Каина и Авеля, противопоставление двух братьев. Все вот эти названные картины, они не просто развлекают, а они поднимают те социальные проблемы общества, о которых хотят говорить художники. Гульнара Абикеева – автор книг о кино в Казахстане и Центральной Азии. Несколько лет назад казахстанский киновед попыталась охарактеризовать кино в регионе следующим образом. Таджикистан – тяготение к Ирану, Туркменистан – замкнутость в себе, Узбекистан – центральноазиатский Болливуд, Кыргызстан – островок демократии и поиск своей идентичности, а Казахстан – тяготение к России. Этот расклад, по ее словам, по-прежнему актуален. Асем Такаева, Мади Бекмагамбет, специально для «Перекрестка». Узбекская киноиндустрия, снимавшая в советское время вестерны для 280-миллионной аудитории и известная в народе как «Басмачи фильм», сегодня производит фильмы в духе Болливуда, примерно по 50 мелодрам в год. К середине второго десятилетия периода независимости узбекского кино окончательно определилась его болливудизация. Именно фильмы в духе Болливуда рассматриваются как фактор, сподвигший возвращение массового зрителя в кинотеатры. Эксперты сетуют на то, что узбекские фильмы, притягивающие внимание зрителей, сделаны примитивно, на низком профессиональном уровне. Ощущение, что это учащиеся младших школ снимают для выпускников детских садов. То есть приблизительно такой уровень. В то же время ситуация представляется немного лучше, чем считает киноэксперт Олег Карпов. В прошлом году узбекские фильмы показаны на 50 кинофорумах. За годы независимости всего в них участвовало более 150 художественных, документальных и мультипликационных фильмов. И получено более 80 призов и дипломов в различных номинациях. Политический строй в стране не позволяет делать фильмы на политические и остросоциальные темы.
остается сфера семьи, где кинематографисты чувствуют себя уверенно и относительно безопасно. Активно культивируются национальные ценности, такие как почитание старших и безоговорочное подчинение им. Практически все снимаемые сегодня фильмы посвящены любви, причем любви, как правило, первой. Вот это и есть современный узбекский киноширпотреб. Возможно, за вычетом песен и иногда драк. Но самая печальная участь постигла киностудию «Туркменфильм», которая при бывшем президенте Сапармураде Ниязове была разрушена. Туркменбашы кино наряду с балетом и оперой особо не жаловал. При Ниязове здания многих крупных кинотеатров превратились в банкетные залы для торжественных мероприятий. Позже в городе были реконструированы 2 кинотеатра «Туркменистан» и «Ватан», и был построен один новый кинотеатр «Ашхабад». Но залы в основном пустуют. Отмененные киносеансы – обыденность для кинотеатров Ашхабада. Одной из причин отсутствия зрителей связывают с репертуаром кинотеатров. Многие фильмы уже старые, а новые туркменские фильмы не пользуются успехом. Идеологизированные, воспевающие счастливое настоящее туркменской жизни кинофильмы далеки от реальной жизни. Чтобы кинозалы не пустовали, учащихся вузов и школ иногда заставляют совершать культурные походы в кино. Киностудия «Тоджикфильм», которая в советское время прославилась своими высокохудожественными фильмами, стремится восстановить былую славу. Из картин тех времен достаточно вспомнить работы режиссера Бориса Кемегарова по произведению «Шахнаме» и фильм «Судьба поэта», который был удостоен «Золотого орла» на Каннском кинофестивале. Специалисты говорят, что кино превратилось в отрасль, где всякий любитель, имеющий хоть какое-то отношение к видео или к телевидению, хочет попробовать себя в этой сфере. В результате такого подхода за последние годы на экранах появилось много любительских фильмов, которые снизили интерес зрителей к таджикскому кино. Таджики в основном гордятся успехами кинодеятелей, которые выехали из страны и прославились за рубежом. Это Бахтиер Худоназаров, Джамшед Усманов, Валерий Ахадов и другие. Еще одна проблема – пассивность кинотеатров, которые в советское время были любимым местом молодежи. Мы в прошлом году смотрели фильм «Джамбо» в кинотеатре «Джами». Я последний раз был в кино до Рамазана, где-то за неделю до начала Рамазана. Правда, не помню, какой там был фильм. Сейчас же в Душанбе действует всего 4-5 кинотеатров, и в год проходит 1-2 премьеры. Зрители же предпочитают покупать диски, которыми заполнены прилавки магазинов. Фильм «Курманджан-датка», о котором мы говорили в начале программы, уже был представлен на Международном кинофестивале в Монреале. О картине написали и зарубежные средства массовой информации. Надо отметить, что в Кыргызстане развито и авторское кино, которое тоже активно участвует на различных международных кинофестивалях. Всего же в год выходит в прокат около 50 фильмов. В Кыргызстане, несмотря на скептические настроения, картина «Балайской царицы» имеет полный успех. Социальные сети пестрят отзывами зрителей, положительными и отрицательными. Все они единого мнения, что такие фильмы снимать необходимо. Мне очень понравился фильм, особенно затронула тема, как Курманджан-датка написала письмо. Мне это очень понравился, этот момент. И когда я смотрел этот момент, я сейчас растрогался, да? В прошлом году в прокат вышло 49 полнометражных художественных фильмов из 130 снятых. Местный зритель хорошо принимает разное кыргызское кино. Зрители же разные. Есть очень тонкая прослойка развитых, образованных людей, которые жаждут серьезных фильмов, которые заставляли размышлять о жизни. Есть большая прослойка, к сожалению, людей, которые просто в кино ходят для проведения времени. Авторское кино занимает особое место в кинематографе. Тому пример фильм Тимира Берназарова «Страсть», который принимал участие в международном кинофестивале в австрийском городе Фрейдштадт и в главном конкурсе кинофестиваля СНГ «Киношок». Я думаю, постепенно, наверное, будет заниматься ребята, да, вот, открывать проблему реально, скажем, воспитательного характера начнет снимать фильмы.
Но для этого нужно, чтобы поддержало государство, да, или там, я не знаю, или спонсоры. Тогда уже начнет серьезно заниматься произведением. В Кыргызстане последние несколько лет говорят о возрождении кыргызского чуда. И по мнению экспертов, в перспективе оно будет иметь собственное яркое и самобытное лицо. Айгерим Ахылбекова, Джилдыз Ораспакова, Улан Асаналиев специально для «Перекрестка» из Бишкека. Итак, фильмы в Центральной Азии снимают. Их много, хороших и разных. Но ведь и зритель разный. Кому-то по душе так называемое кино не для всех, высокохудожественное и интеллектуальное. Множеству же достаточно мелодрам в стиле Болливуда. А кто-то утешается просмотром старых лент.